Сегодня есть необходимость говорить об удмуртском книгоиздании в целом, о проблемах книгоиздания, о продвижении молодых авторов. Мы должны сегодня заботиться об удмуртской литературе, так же, как о всей удмуртской культуре. Но сегодня говорим об удмуртской литературе, я имею в виду литературе Удмуртии. И каким-то образом библиотека, хотелось бы, чтобы могла повлиять на вот этот процесс издания молодых авторов. Вот мне бы, как библиотекарю, очень хотелось видеть сборник «Молодая литература Удмуртии», или как он там бы был назван, но собрать в этот сборник всех авторов, чтобы они были. Мне бы хотелось, чтобы сегодня молодые писатели, наши авторы, начинающие, получили государственный заказ. И есть же у нас государственный заказ на путеводитель по городу Ижевску, еще какие-то. Хотелось бы, чтобы вы, молодые, имели вот этот государственный заказ и были бы изданы. И мы бы тогда могли, конечно же, гордиться таким изданием, пропагандировать его, всем показывать и просто вот радоваться вместе с вами, что вы там есть. Сегодня очень сложно, наверное, любому читателю просто сесть и по журналам собрать все творчество молодых. Возможно, пока создать какое-то мультимедийное, электронное издание «Молодые авторы». Может быть, мы за это возьмемся. Я вот думала об этом. Молодая волна, новая волна, молодые писатели. Это понятие совершенно растяжимое, потому что молодой писатель для Татарстана Габдулла Тукай на всю жизнь остался молодым писателем-поэтом. Так ведь? Но он остается на века, на поколение, поэтому можно стать талантливым, начинающим писателем и в 15 лет, а можно и в 60 лет начинать и становиться молодым писателем. Поэтому вот этот возрастной диапазон, он очень для меня как бы такой вот широкоформатный. Но всегда хочется приветствовать те новые творческие начинания, творческие идеи и литературные работы. Наше общество на сегодняшний день нуждается в появлении новых произведений, и та же самая удмуртская драматургия, и русская в том числе, и других народов, которые на территории Удмуртской республики проживают. И хочу сказать, что моя позиция на сегодняшний день, чтобы у нас было много таких обсуждений, много таких встреч, публичных представлений, презентаций отдельных работ. И в будущем хочется иметь, чтобы не такое вот маленькое пространство было, чтобы у нас было настоящее, доступное, публичное пространство, мероприятие, чтобы проходили на достойном уровне, чтобы мы могли очень хорошо, достойно презентовать любое произведение искусства. А произведение искусства, любая литературная работа может стать произведением искусства, когда это мы сможем опубликовать для читателей. Мне хотелось бы дополнить Галину Гавриловну как раз вот в тему. Сейчас мы с пресс-службой правительства осуществляем проект издания современной литературы Удмуртии первое десятилетие. Вот, там вот предполагается двухтомник «Проза и поэзия». Это будет примерно в общем объеме 40 издательских листов. Предполагается тираж 1000 экземпляров для библиотек республики. И мы в редакции вот как раз над этим работаем. Вот я для зрительности, так сказать, принес показать. Это только половина прозы, половина. Там будет больше 100 авторов. За поэзию мы еще собрали все, что есть, но там нужно чистить. То есть все это я вот сегодня распечатывал на дополнительную корректуру корректору отдать. Половину уже вот столько вот читают. Это вот, там вот, значит, каждый том состоять так. Проза, детская проза и взрослая проза. Ну, как взрослая, для более взрослого читателя. Да, взрослая. И также поэзия, детская поэзия.
Там вот аналитический отдел включаться некоторые по литературе вообще, и взрослая поэзия, ну условно говоря, взрослая, потому что там могут и в общем-то более молодые люди. И мы на титульном листе хотим туда поставить, что рекомендуется для прочтения в школах. Если это дело у нас пройдет, все чудесно, то и дополнительный тираж для школ бы хотелось выпустить. Там, в общем-то, мы не претендуем, не ставим целью объять необъятное. Мы только по материалам своего журнала, это, чтобы быстрее это дело составилось, если оно выйдет. И включаем мы туда как можно больше писателей, прозаиков, исключая большие вещи. Если еще большие повести, иногда мы романы публиковали, то это и на 4 тома выйдет. Но пока хотя бы это, чтобы если это получится, то дальше можно уже дополнять и дополнительно издавать, и по всем журналам нашим, и где что издавалось, уже копать, соединять все это. И, то есть вот такой проект уже как бы мы по вашим заявкам виртуальным выполняем. Что можно сказать о сегодняшней литературе, сегодняшней поэзии, молодой? Я не знаю, где это молодая поэзия. Вот в Франции мы делали проект, то есть перевели французские стихи на русский, и там пришли поэты, вот, они считают себя молодыми. То есть он считается, ему уже 75 лет, он еще молодой поэт, он считается молодая литература, понимаешь? Они еще не вошли классику, как бы вот издание, и он молодой поэт. А у нас, в принципе, здесь я бы сегодня, конечно, бы отметил, да, но не хочу всех отметить, но сегодня собрали кого-то, наверное, они прочитают свои стихи, там, современную поэзию. Она разная, вот уже как отметили, она раскрепощает как бы человека, да. Но вот это лишнее раскрепощение, она очень, в интернете я это очень часто вижу среди молодых, она как бы удаляется от народа. Вот нельзя вот не учитывать человека, то есть твоего читателя, не учитывать его культуру, не учитывать вот, его отношение к жизни, его философию. Когда ты начинаешь понимать, что вот какие-то лишние сексуальные вещи, да, он напрочь ее отберут от тебя. Ты же должен завоевывать своего зрителя и должен, наоборот, показать его красоту внутреннюю. Мне кажется, вот сегодня литературе как раз вот этого не хватает. Не хватает вот этой глубины исследования человека. Почему вот сегодняшние авторы все вот, мысли у них убежать куда-то, улететь куда-то, проблемы. Почему вот это сидит? И я в какой-то мере, наверное, отвечаю на этот вопрос, потому что вот удмуртская литература, она вроде бы есть, вроде бы нет ее, да? Сегодня я часто слышу от других русских редакторов, почему там удмуртские издания больше платят, больше там это, и зарплаты, и там гонорары, и так далее. Я отвечу, потому что русский писатель, он может везде печататься, по всей России. А тот писатель, вот, который пишет на удмуртском, он сначала должен изучить удмуртский язык, и потом вот найти своего читателя удмурта, и потом вот всю свою жизнь отдать туда, потому что сразу теряя связь внешнюю с другими изданиями, потому что на русском языке, чтобы писать, заново надо переучиваться от своего удмуртского вот, наследия. Потому что то, что бы ты не написал на удмуртском языке, это будет очень наивно на русском языке. Наивно, потому что наши проблемы не очень вроде бы глубокие, а в русском, хотя и они есть, да, но они существуют, но там есть еще другие проблемы, да. И как бы в удмуртском мире мир малый, но для него вот эти проблемы, они наиглавнейшие, сегодняшние, чтобы именно выжить, да. И поэтому вот эти проблемы первое место встают. А вот общемировые, общечеловеческие проблемы, они как бы куда-то исчезают. Но они есть, но они не так остро выражаются в наших стихах. Мы пришли в 1997 году к интересному выводу, что дети пишут особенно стихи, и мне кажется, этот жанр легче всего написать.
И очень много приходило стихов, и мы не знали, куда их девать. Они уже не помещались на странице нашей газеты. И мы написали проект «Моя окно в мир детства». На 10 книг, вот мы издали эти книги, но, конечно, очень трудно было находить деньги, но мы все равно постарались, как-то нашли эти деньги. Я сейчас даже вспоминаю, как это было. Вот мы издали 12 книг, но 2 книжки издали мы на страницах нашей газеты как книжку. Вот такого формата. Когда напечатали эти книжки, наши дети некоторые перестали писать. Некоторые стали называть Пушкинами, некоторых нас стали называть другими именами и вообще перестали писать. Но придет время, мне кажется, эти парни в основном, они начнут писать. Но это время, видимо, подхватить надо именно. Я рада за то, что мы нашли вот этот возраст. И некоторые вот девчонки особенно сделали перерыв, они начали снова писать. И они уже к нам идут за вторым сборником. Ну, у нас своеобразные книжки. Мы тут и их даем, все они цветные. И их отдых, и их родителей. И даже если талантливые, даже использовали их рисунки. Рисунки одноклассников. Ну вот. Такое себе. Они все разные. Мы напечатали эти книжки, увидели наши учителя, которые выписывают нашу газету. Одна учительница приехала ко мне, говорит, вот у нас девочка, первоклассница, рисует очень красивые рисунки. Она привезла, мне на стол оставила и говорит, может, где-то используете, раз вы книжки печатаете, может быть, используйте вот в этих книгах. Вот ее рисунки, первоклассницы. Когда книга вышла, она уже 4 класс перешла. Она тоже говорит, у меня уже рисунки взрослые, у меня уже другие, но мы презентации проводили. Но это мы проводили через Эстонию. Писали в Эстонию проект, 3 книжки у нас пришло через Эстонию, 10 книг мы выпустили, отправляли в Финляндию, но нам на 3 книжки дали, деньги остальные мы искали сами. Вот таким образом. Потом стали замечать наши книжки, взрослые читатели тоже стали к нам приходить. Tunne inau авторы шаришвирашком бере, мар туш паймуте, а швилен дегитёсмы туш урод тодо удмурт клес. Соос мапашко джучамен, або что удмурт клын. То есть пишется джучаин малпан кылбурёс удмурт клын верамын. Оло марсунс что? Кылбурзес лыдишкодна, тани мон пыртыгес кылбурёс орчо. Мон кылбурёс сес лыдишко пуддыряно мургвалашка. Малпашко яке мон, ну, шужге самарани. Соко лыдишко мон чо шужашишке сылы. Шуишко тань тачу вёстывалашко, да. Сос шо умвалашке. Ну, это злыщевашко. Умвалашке. Значит, все-таки уж мон гордоновала, о, редактор Чамен. А все-таки нылпьёс, ты не удмурт клес, туш ляптоп-до. Со самый баджим ушпун туннену налпунна. Маргарано сопунна мону тодишка. Эшо, ведь трос ужашкони редактор вуса, эшо дас арталаша жил, так что шпумезман тужи кугатишкивал. Алисо туш на пунишке. Мон даже пример ёс набирасал, тадям ёс кинелыджо, фамилия сосудвера, сосасил стоп малозы, но малпачко кацеджо злу, просто совершенно яркий пример, каже сос божьячко. Совершенно неоправданно и сос джучкал ёс портуло, кылбурю сазы, гвалашка. Тани, например, кылбуруш чурьёс. Чугун шурез дыртис ажлань, айбыгаты дырлы люкетыны, ышит калык палын, шатчыпыртит прощай, но шмонтынып айвера убджечулу. Мало так там прощай кылвань, мону тодышка. Так кылбур, кенешин, ну мон боксалке, мон так кылбурез просто айлежи сал печатя. Но рыщик прощай кыл, ну удмурт кылын джечулу шул, ваню кашмана кыл, мало сотчу прощай кылбурте. Угвалашка, ты не сосы чего жешко? Мукетыс, векчи шеф чулкаем порьяляны, бесценно. Удмурта пуртоне вулса, чукна бертны барыш. Джит тон удмур, чукна норчуч.
Думаю, балантенгес. Малко еще бесценно, что все есть. Пешкино удмучами новое. То, что с чекал-бурьез, вот с чекал-бурьез, ну, хотя, конечно, фукутека был, тупотека был. Я попытаюсь рассказать, как с молодыми работали в свое время Владимир Романов, я с ним больше общался, Флор Васильев. Может быть, буду говорить о себе, что немного, может, и некрасиво, но речь идет о том, то есть основной акцент, на что они обращали внимание, потому что на моем месте мог быть любой другой. И вот главные требования, какие у них были. Это была встреча, когда уже мои стихи, 3 стихотворения вышло в журнале «Молот». «Молот» был в то время. Флор Васильев, редактор этого журнала, написал мне короткое письмо, там напечатано независимо, но мое имя написано сверху. Он пожелал доброго пути. Эти 3 стихотворения мои вышли из 3 общих тетрадей, где было 300 стихотворений. Владимир Романов знал все эти мои тетради, все стихотворения. Но вот один из главных уроков. Мы написали стишок, скажем, сразу хочется отдать. То есть там была такая дисциплина, что вот пиши, хоть каждый день пиши. Но из 303. Ну, мы хорошо знаем Флор Васильева, сборник его 1700 стихотворений, а свои сборники он включил, сколько там у Ермолаева, менее половины. Даже Флор Васильев, имея прекрасные стихи, не торопился включать сборники. По разным причинам. Одна из причин, конечно же, книга – это есть особая форма, которую не надо включать все подряд. Следующая форма, которую они просили у меня и у других, искать разные формы. Попробуй сонет, а теперь попробуй триолет, а теперь сюжетное стихотворение из жизни ребят. Мне казалось, что там это самое. А теперь в виде своего окна. То есть, или на крышу поднимись дома и посмотри, что увидишь, и напиши это. То есть это почти на заказ получается. То есть я внутренне ставлю, как это стихи вроде бы душа просит. А вот оказывается надо, я не говорю уже про попытки перевода, которые лучше рассказали Путянова, Чернова в свое время, что они поняли буквально и, переводя Пушкина и Лермонтова, начали отправлять газеты, пока их журнал, газеты обычно Романов смотрел, литературные страницы, и ужасно. Что делаешь там? Так вы сказали переводить. Так я правильно сказал переводить. Зачем печатать вы собираетесь? Я сам, говорит, много перевожу, но огромное количество своих произведений не тороплюсь пока печатать. Здесь это был второй такой главный момент. Третий момент, они обязательно пытались держать контакты. Нынче электронная почта, мобильный позволяет в письмах. Пусть там и освещать, там Романов пишет письмо, там сегодня был литературный праздник, приезжали из Харькова кто-то там, далее поставили памятник Красильникову, деньги искали тоже. То есть мне, школьнику 7 класса, казалось бы, зачем это надо, но эти факты сразу настраивают, что вот ты человек с литературной жизни, и вот эти вещи, они должны быть у тебя в крови. Ты можешь сказать, это мне не интересно, но имей в виду, придет жизнь. Но если ты будешь в литературном мире, эти открытия памятников, другие будут важны, ты все равно эти вещи должен как-то в себе уже это. Ну и участие в вот этих мероприятиях. Ну и некоторые еще короткие вот эти замечания на этом фоне. Делать книгу – это одна из важных задач тех, которые пишут свои произведения, особенно большая часть стихи. При этом не надо забывать, как мне намекали, а потом я более грамотно прочитал уже у других. Настоящая книга – это попытка скрыть свои мысли. То есть нам может показаться, что книга – это раскрыть свою душу. Оказывается, хорошая книга – это скрыть свои мысли, которые в голове, вот этой буквенной форме, но именно скрывать. И для писателей нашей Удмуртии, особенно для русскоязычных, для меня очень важная идея, видимо, чувство региона. Не обязательно чувство Удмуртии, скажем,
Но вот если Олег Хлебников стал великим поэтом, ну, для меня он именно великий поэт удмуртский, то именно благодаря циклу «Город Ижевску». Ижевск, который такой... Если бы он этого цикла не создал, я не знаю, Москва как бы отреагировала. Мне понравился сейчас глазовский поэт Мартьянов, тоже русский поэт, но Мартьянов, вот это чувство Иднакара, он не идет в удмуртские мифы, что, может быть, я бы более приветствовал. Он не пытается вот каких-то искусственных мотивов, каких-то вот связей русских и удмуртов. В некоторых случаях это вот пахнет советскими вот этими. Но он искренне вот это чувство Иднакара, как он понимает, мне кажется, он не до конца что-то понимает, но он уже привлекает. То есть Глазов, Иднакар, это, видимо, свое чувство Родины. В нашем быстро изменяющемся мире, когда стремительно меняются все сферы нашей жизнедеятельности, пожалуй, главной возможностью, возможно, единственной возможностью стать известными всему миру, привлечь внимание к своим темам, в том числе к этническим темам, является же, конечно, пространство интернета. И одним из тех, кто следит в пространстве интернета за удмуртской литературой, в том числе и за молодыми авторами, в первую очередь за молодыми авторами, потому что именно молодые авторы осваивают активно интернет и публикуют свои вещи, является австриец, доктор Венского университета Кристиан Шлёгер. Мне очень нравится тот язык, который сейчас пишется в интернете, потому что это отражается реальное состояние удмуртского языка в некоторых обстоятельствах. Мне очень нравится, особенно почему супер удмурты это был так в Глазове. Я говорил о гости Богдану Арфиногену, мне очень нравится его поэзия, и я думаю, что очень, не только, я не знаю, он литературовед, он сам поэт, музыкант, он выступает, он интерпрет музыки, и мы все это можем слышать через YouTube, или другие каналы, мы можем читать в блогах или ВКонтакте, что он пишет, у него некоторые проекты сейчас ВКонтакте, очень интересно это следит. Блоги, например, Мария Векшина, тут я вижу. Мы обсуждаем это, что она пишет. Например, я был 3 месяца назад, я был в Будапеште на конференции, и там говорили очень много о блогах, не только я, но и другие, и мы это с удовольствием читаем и анализируем. Никогда в истории не было так много написано на удмуртском языке и всем доступно. То есть мы можем не только что в Ижевске, мы можем это и не знаю, в деревне читать, в Удмуртии, в Татарстане, в Кировском области или даже за границей, в Австрии, в Венгрии. Это очень важно, и я думаю, что никогда не... И надо сказать, что удмуртский язык, я думаю, что среди финно-угорских языков Российской Федерации они из самых активных, то есть из самых видных языков. И это мы заметим, анализируем, и нам очень нравится. Очень. Если рассказывать, говорить о каком-то развитии вот молодого автора, то мне кажется, наверное, как мне кажется, это какое-то такое этапное, что ли, сталкивание с удмуртским миром, который представляет различные даже печатные издания. Вот начинается с Кижили для самых маленьких, потом, ребенок, он еще как бы воспринимает, да, все, что ему говорят. И Солентуш Чебер Чилкыт правильно удмурт кыл. Вот, буде.
Суджичбур, и потом, когда он вырастает, он резко как бы этот, типа, да ладно, Суджичбур, все не модно, сейчас все тут музыка не модная, отрицание полнейшее, и он залетает в этот интернет-мир, где, оказывается, никто вообще не говорит на нормальном, красивом удмуртском языке, и начинаются языковые эксперименты. Я вот знаю про Богдана, что это вообще трендсеттер, человек, который заложил моду новую на новый стиль удмуртского стихосложения. Мне кажется, это мода, потому что то, что сделал Богдан, это совершенно как бы его авторское начало. Он просто стал какие-то русские и английские иностранные слова вставлять в эти стихи, а дети подхватили. То есть студенты, очень многие стали подражать ему, и это, правда, просто превратилось в такую сплошную волну. То есть стало так модно писать. И есть, конечно, понимание чулкы удмурткыл, да, но мне кажется, в данном случае это какая-то вот тенденция последних 2 лет писать вот так вот. Это связано с интернетом, с интернет-мемами, с такими вот словами-паразитами, которые есть в интернете, и как раз про стихотворение что-то там бесценно, да, это мой стих. Я почему это слово бесценно туда засунула? Потому что и в интернете есть такой мем, там, проснуться и выпить чашечку кофе у окна бесценно. То есть любое предложение, там, прийти в национальную библиотеку, в клуб Удмуртшаер бесценно. То есть это какой-то такой прикол, где вот такая вот формулировка красивая, чего-то очень симпатичного, к которому прилагается слово «бесценно». И молодежь, она очень быстро подхватывает вот такие слова. Естественно, как бы более старшее поколение, оно не ориентируется в этом мире мемов, вот брендов, слоганов, каких-то рекламных. А молодежь, она вот это все подхватывает, и получается, что супер модно сейчас Ариан сравнивать с Кока-Колой, смешивать все эти понятия, как бы, и Богдан, как бы человек, который вообще понимает вот эти нюансы популярности, он этим очень ловко пользуется. Вот, что касается Богдана, да? Дальше. Что касается блогеров, я думаю, этим людям очень тоже повезло, они нашли такую нишу, где они просто стали, ну, очень популярны, их плюс раскручивают интернет-сообщества, такие как Удмуртлык, Юмшан. Никто не знает, кто пишет журнал «Инважо», но зато мы все прекрасно, очень хорошо знаем, что написала вчера вечером Марина Сергеева в свой блог, потому что есть конкретные механизмы раскрутки, то есть Марину Сергееву и Машу Векшину раскручивает самый крупный интернет-комьюнити, интернет-сообщество Юмшан 57, а журнал «Инважо» себя в сети не умеет как бы раскручивать, соответственно, про них никто не знает. Вот. Что происходит у нас в газете «Дат»? Мы просто берем какие-то что-то самое интересное из сети, стараемся это так вот отшлифовать, все лишнее убрать, некрасивые слова убрать, сделать, чтобы и журнал, конечно, нас не сильно покритиковал, и чтобы молодежь нас читала, потому что подписка вообще ее скоро не будет, да. Это постоянное выживание, поэтому говорить о том, что чебер, чилкы, удмурткыл, да, это очень важно. Но сейчас совершенно так не получится жить. И тем более я тоже сторонник того, что в литературе нужно отражать реальное состояние языка. Мы, молодежь, сейчас говорим вот так. Когда-то очень давно, когда заходила, упоминали Хлебникова, да, я не ошиблась. Когда-то очень давно была такая литература, комсомольцы Удмуртии. Вел его и Герасим Иванцов, и позже сам Хлебников, и кто-то там из более взрослых поэтов и писателей. И тогда был совершенно потрясающий проект, вот вы о нем точно не знаете, когда просто заобязали, ну тогда же как бы, или как, так, как хотите сказать, так, дорогие пишущие, пожалуйста, пожалуйте в переводчики. Мне сначала досталось Кутянова, то есть я переводила Кутянову, потом пошла Романова, нет, здесь, да, Чернова,
и Алла Кузнецова. В итоге в Ешкарале вышел сборник, то есть это были наши русские, ну, в смысле удмуртские поэтессы в русских переводах. Там были не только мои переводы, там были и Герасима, и того же Хлебникова, который впервые попробовал тогда переводить, как многие другие. Почему я говорю об этом сейчас с такой горячностью? Потому что я сейчас слушаю, то есть идет литературный процесс, дети, ну назовем, да, пусть будет так, пишут стихи на удмуртском, русское сообщество, русские, пишущие, не знают этих текстов, они не знакомы с ними. И поскольку вот у нас еще была сопоставительная грамматика на факультете филологическом для русских, сейчас я не знаю, есть ли этот предмет. То есть нет даже начала удмуртского языка. Вот Александр Григорьевич соврать мне не даст. Была у нас сопоставительная грамматика? Была, потому что вот мой педагог сидит. Я к тому, что, может быть, имеет смысл сейчас. Завязать некому. Но тех ребят, которые пишут в тот же Италмаз, да, мы знаем их поименно, сказать, слушайте, давайте мы попробуем переводить. Давайте вот как-то, вот может быть на этой площадке, нос к носу сойдемся, принесем свои флешки, я не знаю, там, принесем свои тексты. И попробуем, единственная просьба к тем, кто хочет быть переведенным, над подстрочниками придется поработать самим. Потому что мне кажется, что тогда появится вот, да, перевод это не само стихотворение. Если хороший переводчик, то это не суррогат, это такая калька, может быть, я не знаю, как это назвать. В очень хороших переводах это равно стихотворению. Пусть нашим удмуртским поэтам молодым повезет, их хорошо переведут. Но для этого есть специалисты, те, кто знают оба языка, и одинаково хорошо, и можно к этим людям пойти. Я просто к тому, что коль я уже говорю нас, да, пригласили, то, может быть, имеет смысл как-то завязаться на этот проект, потому что это неправильно. Мы называем себя, вот Италмаз, как бы, да, мы называем себя двуязычный журнал. Я вас умоляю, какой же он двуязычный, если мы публикуем там переводы Ады Диевой, да, Емельяновой, вернее, стихи Ады Диевой в переводе Емельянова, или слово о полку Игоря Михаила Петрова на удмуртском языке без параллельного русского текста, ну, главное, что из школьной программы. Я думаю, что надо как-то замутить все это, как-то замешать и попытаться это сделать, свести две половины и попытаться вот этот старый проект 70-х осуществить сейчас. Но почему нет? И тогда уже по-честному напечатать, то есть стихотворение на удмуртском и перевод на русский язык в переводе того автора, который сам пишет стихи и сам молод. Мне кажется, что в таких чтениях надо пригласить вот тоже Шибанова, меня там, да, или еще кого-нибудь, кто пишет. Лишнего не будет услышать, где что не хватает. Я думаю, кто-нибудь все равно придет. Вот позовите вот такие мероприятия и, пожалуйста, вот, проводите чтение с критикой. Тогда это будет и связь поколений, и берет. Чем мы, в принципе, занимаемся? Мы пишем, читаем, и да, вот то, о чем вы говорили, обсуждаем. То есть там действительно, во всяком случае, что для меня очень ценно, возможность в любой момент подойти к любому из своих товарищей и спросить его: слушай, вот тут я, по-моему, в 5-й строчке залажал, тебе как кажется? Тебе честно ответил, где у тебя и там хромает, и что, рифма у тебя плохая. И вообще, дружище, ты переписал его вообще, идея хорошая, но реально не получилась. То есть, вот, я в этом плане согласен, да, очень важна критика, очень нужен автору отзыв всегда, в принципе отзыв. Даже просто мне понравилось, мне не понравилось. Ты уже сам себе начнешь искать, почему понравилось, почему не понравилось, что дальше с этим делать. Далее, что еще хотел сказать. Для меня лично, в принципе, да, очень важно, как бы это сказать, вот то, что еще говорилось про формы, про разные формы работы. Это тоже здорово, потому что мы очень любим такие литературные игры. Себя проводить вообще отличная штука, если кто-то хочет, вообще рекомендую попробовать, в принципе. Попробуйте написать, не знаю, хокку. Попробуйте написать скандинавский традиционный викингский кёниг в традициях века 9. Со всеми вот этими его особенностями, да? Возьмите, да, хотя бы классический сонет. Ну правильно, со всем вот этим. Казалось бы, ну форма, формалистика, зачем она нужна, да? Давным-давно изобретен верлибр, про верлибр сказано хорошо.
Единственное, что должен делать поэт, пишущий верлибром, писать хорошие стихи. Больше ему не требуется вообще ничего. Это правильно. Но, тем не менее, это же навык. Это же навык. Это навык не просто писать, не просто играть словами. Это умение, в принципе, выражать свои мысли вербально. Как таковые. Любые. Поэтические, прозаические. Подбирать символы, подбирать какую-то методику. И это пригождается не только в поэзии, не только в прозе, это пригождается в принципе. Потому что это и есть живой язык, в нем есть все. То есть надо тянуть и корни оттуда, какие-то, вот которые есть, древние, причем со всего мира. У нас громадная человеческая культура, с ней надо знакомиться вообще со всей, с любой. Брать просто все, что есть хорошего, вот все, что есть, и просеивать. Вот как старатель ситом грязь мешает, чтобы золото оставалось. Вот золото останется, вот на мой взгляд, это самая главная методика. Брать и просеивать, просеивать, просеивать. Хорошее все равно останется. Если ты не слепой, если ты не глухой, ты увидишь это хорошее. Вот по поводу переводов. Я сам занимаюсь переводами. Кстати, адрес Еву я перевожу. И, вы знаете, вот, вообще-то говоря, стыдно. Мне сейчас стыдно, что я лучше знаю английский язык, нежели удмуртский. Проживая в Удмуртии. Ну, так нас воспитывали. Нам не прививали с детства вот это желание, охоты изучать удмуртский язык. Дело в том, что даже сами удмурты по национальности не всегда стремились свой язык использовать, говорить на нем, особенно в городе. Ведь это так. Вот в деревне, когда в деревню приезжаешь, там же говорят удмуртски. А в городе очень редко было. В наше время, во всяком случае. И сейчас они очень часто слышат удмуртский язык. Вот конкретно по литературному объединению. Вот мы 15 лет существуем, уже 16 сборников у нас выпущено. В 2012 году мы первыми по России оказались, участвуя в конкурсе. И я бы сказал, что вот заслуга литературных объединений ничуть не меньше в развитии литературы, вообще творческого литературного, чем таких традиционных журналов, официальных журналов. Дело в том, что проще всего начинающему автору опубликоваться именно в сборниках литературных объединений. Вот первая публикация, я всегда говорю, что мы являемся стартовой площадкой для молодых авторов. Легче всего опубликоваться, начать свою деятельность творческую именно в наших изданиях. И мне вот приятно видеть среди присутствующих наших членов нашего объединения, молодых. То есть литературное объединение собирает вокруг себя все возрасты. Вообще говоря, мы при Ижевском государственном техническом университете, и, конечно, главная наша аудитория – это студенты. Вот. Но получается так, что это начиная от детсадика до ветеранов Отечественной войны. Очень широкий диапазон авторский. И мы всем рады, всех приветствуем. Вот. И все национальности. У нас печатаются татары, татарские авторы. Вот, Бектаулы, известный татарский писатель. У нас печатаются и Ада Диева, наш удмуртский. Кстати, вот сейчас мы начали проект электронной книги. Вот, в электронной книге мы не можем уже позволить, у нас больше 50 авторов, скажем, изданий, 2 сборника в год мы делаем.
Вот. И мы не можем себе позволить вот такую роскошь, что печатать на удмуртском языке и на русском языке. Но в электронной книге, кстати, вот стихи Абидиевой у нас идут удмуртский язык и перевод на язык. Очень радует то, что сейчас многие поэты выставляют свои стихи в интернет. Очень много их уже собралось. И качество стихов тоже, мне кажется, улучшается со временем. И темы появляются очень интересные. Ну, немного о себе. Я пишу очень, с 7 лет уже. Начала печататься в изданиях Тичбур вначале, потом печаталась в Важнов, в Кемеше. Вот, и с 2000 года работаю уже в Важнове. Моя первая книга вышла в 2007 году в Эстонии, в Таллине, на 4 языках. И дальше уже в этом издании напечаталась уже у нас в Ижевске в 2009 году. На настоящий момент уже у меня накопилось очень много стихов. Наверное, это уже будет где-то около 7 книг даже. Но просто времени не хватает их печатать, собрать сборниками. Ну все, я такая читаю здесь. Чечера. Ей я, сопала лобичку, ой я, топала лобичку, сопалазну шуртит, топалазну кышкыт, подылын мунилон, талы эол найрод, подажен бушамыр, тубатын акашка. Кашкавал кырдалты от киштен усы, эй я лобичку, ой я лобичку. Монтодичко, кажи пиште зимос шунты, учке тон шуры, учке мон шуры, ты шурын учке. Гуреч бурьелын, соперещ чуракачка пуки, это щен учке, тон шуры, мон шуры, ты шуры. Не неким йосыс, пачкичко, тон буле, мон буле, ты буле. Тебе речь гошку с йоскель тыса, буле, тон буле, мон буле, ты буле. Простите, что волнуюсь. Инвал лулы, хоть кут шукна, четлы. Бычим уж местуре, бычим пьялая вульками. Сову, чик пураса, вишмовочки. Пушкас, землю позе початыса, лулы. И чик учит йосы, вилвесуе, хоть кут шукна. Во-первых, хотелось бы сказать то, что Алена говорила, что я изучаю в удмуртские стихи русские слова. Такого я никогда в жизни не делал, потому что я не знал удмуртский язык никогда. И, то есть я писал на русском и включал, наоборот, удмуртские слова туда, потому что я начал изучать удмуртский язык на первом курсе УФУ, на историческом факультете я учился. И вот, то есть через включение этих удмуртских слов, которые мне нравились чисто по звучанию, я приобщался к родной культуре, которая меня никогда с детства меня не учили удмуртскому языку, не разговаривали, в школе у нас не было удмуртского языка. То есть я сам пришел к своему удмуртскому, потому что генетически я, конечно, удмурт. И вот поэтому через стихи я пытался как-то свою удмуртскость выразить. И никому никогда не хотел сделать ничего плохого, никому не желаю зла, учителям родного языка и так далее. Просто, мне, например, нравилось то, что я пишу, то, что как рифмуются русские и удмуртские слова у меня в стихотворениях. Мне это прикольно казалось, интересно, но чисто я никому не навязывал никогда в жизни свои стихотворения. И если кому-то, например, не нравится, то я просто перестану читать. Мне плохо. Я душу засунул в пакет и пошел в магазин. Бездушный и русскоязычный удмуртский поэт. Я шел по грязи. Я видел армян и грузин. Я русскоязычный удмуртский поэт. Мой супермен Можга Батыр. А сауна моя Минчо. В ничошных дурах черных дыр так горячо. Блин, ну и чё? А то, атай, аригато. Мы нам луэм поте али, супергерой. Сыче Брюс Ли. Такой удмуртский спайдерман, что понял котькут бисерман. Котькут удмурт, котькут вообще, что мы не грядка овощей. Что кроме водки, каши, щей, есть куча важных, вещей. Оу, щет, окей. Нам выпало время следить, как народ вымирает. Как все, что лелеяли предки, вдруг сходит на нет. Джичлу, удмуртлык, ты оставил скелет в Лударвая. Джичлу, табани изырет.
Удмурт калыке, простить кармоне. Мы нам улоне умойкать мене. То не калыке возрождать короно. Все это прекрасно, блин, но я сам не владею родным языком. Я его не впитал с молоком. Удмуртьос.ком, удмуртьос.ком. Мы шумеры Поволжья, двуречья, Камы и Вятки. В чехарде бездорожья, в упадке. В Умурты, где вы? Айшоны, шобреты, прочие. Вокруг лишь гламурные девы, белые дни и черные ночи. Может быть, познакомиться с коми? Ведь мы от одних обезьян. Скажу, мы с тобой одной крови, ты и я. Я хочу свежий ветер, душевный полет типа, чтоб в Лударвае при лунном свете горели огни Казантипа. Опа, приеду в деревню, скажу скотине, диге, диге, открою сундук древний, достану старые книги и буду зачитывать рэп. Мон удмурт, мон улеп. Мы перегоним всех татар и ревом бешеных гитар заставим подпевать и в драйве прыгать на кровать. Под звуки родниковых струн перелистнем страницы рун и расшифруем смысл пуз. Удмурт калык узбыры, уз. Развеять миф о Ватике сумеем с твердостью в руке. Очистим души в Камреке. Наш мир несется на быке, и боги в золотой муке, там, вдалеке. Мне тут сказали, что удмурты... я правлю ау в фотошопе. Удмуртлык монпонна модный гаджет. Удмурткыл монпонна модный лейбл. Удмуртлык монпонна шанги мажет. Удмурткыл монпонна был и не был. У меня есть мама парикмахер, а еще есть папа телемастер. Все они удмурты, не казахи, все они финно-угорской масти. Я беру коричневый фломастер и рисую героиню мультика. Мультик без 5 минут блокбастер, круче Микки Мауса и Лунтика. Господа, я уже кончил вузы, подходящую работу дайте. Я вам не Орфей и не служитель музы, я поэзии удмуртской гастарбайтер. Сочиняют как 100 лет назад. И Талмас, Турын, Полын, Буде. Я хочу поэзии сменить фасад, окна пластиковые вставить и биде. От Ижевска до Улан-Удэ столько распрекрасных языков, я бы их оцифровал в 3D, выпустил бы из стальных оков. Я люблю языческих богов, и еще особенно богинь. Заклинаю возрождение языков. Шовинизм и ксенофобство сгинь. Сгинь нечистая, татыч тон кошкой. Солнышко глядит в мое окошко. Инмаре килчене, шудде вай, вайщион, вайвион, но вай-фай. Нам больше ничего ведь не надо. Хотя нет, подари мне планшет. Разноцветный айшет на экране айпада. Вот уж будет для сердца фуршет. Удмурт живет в пространстве разном. В ижевском блеске бутиков или в селе убогом, грязном, где не пройти без сапогов. Там сапоги не от ковальни, брутально просто кирзачи. Не в холле, а на сеновале стихи писала Ашальчи. Гуртын активно смотрит DVD, Гуртын активно слушает Локдога. Гуртын реально место пруд пруди. Гуртын реально сильно верит в Бога. Тут что сварили, съел, что есть, то и одел. И носят тут не стринги, а семейки. Любое СМИ оставит неудел. Анфис Апай, заслуженный ньюсмейкер. Встречались мне в жизни всему уча, Пурга, и Вужмония, и Бобья уча. Важнее, чем Сочи, чем сам Метатес, была дискотека в деревне Абдес. Прекрасное небо и сено в стогах, ночные гоняния на мотоках, вечерний экстрим воровать огурцы. Природа сама говорит, чай отцы. И я хочу, чтобы не умирала удмуртская деревня Гурт, чтобы плоды она давала, чтобы было все не бэд, а гуд, чтобы в потемках шел лесничий, сидел на берегу рыбак, и чтобы хватило всем им спичек курить табак. Моя Удмуртия не автомат-калаш, не лыжи Кулаковой, не Ишталь. Удмуртия моя щачка нылаш, нылаш щачка, и радость, и печаль. Печать насильственных завоеваний осталась, но уж поздно рвать баян. До нас татын уже повоевали Эштрек, Камитусманов и Гаян, а я всего лишь обрусевший сын удмуртов, ну или обудмуртенный пацан. Вообще, по-моему, бы было очень круто рвануть сейчас в Пычац или в Пыцам. Я сам устроил это представление. Я, знаете, продюсер букв и слов. И я хочу за наше поколение замолвить слово у своих богов. Увы, ни лесоруб, ни рыболов, и может мы начтым пайда авел, но честно говорю, Удмуртия my love, и не продал бы свой шаер я за лаве. Да, это я из поколения потребителей, и все мне нац, на все мне Milky Way. Ориентируясь на мнение телезрителей, я быть хочу прикольней и новей. Буэнос диас, гажаной шьёс. Кемаку ашкас, совет джужит борддор. С экрана смотрят на меня чеберный льёс. Мерлин Монро или Бриджит Бордо. Мы больше не слышим призывы старейшин. Запретите данные нам. Сузер Generation, Сутер Generation, Сульдер Generation мы нам. И я посылаю вам месседж. Я вызываю на баттл. Кризис, ты меня бесишь. Ты беспонтовая вата. Ты же всего имитатор, словно фальшивая гейша. Очередь у банкомата. This is my name generation.
В виртуальности яркие марки и реальности серость грустнейшая. Продавщицы, охранники, реже доярки. Вот уж this is my нам generation. Как в рекламе жую две жвачки. Я спокоен и уравновешен. Недоступно жилье нам и классные тачки, но мечтает мы нам generation. Мы хихикаем над интернет-мемами. С каждым годом нас меньше и меньше. Как прыщами покрыто проблемами наше время, мы нам generation. На нашей одежде Made in China. И наши музеи, торговые центры. И нас не колышет, в чем же причина. Мы просто живем, как система элементы. Все это, конечно, лиричные сопли для плюшевых маш и пластмассовых миш. Ни рус, ни татарья, ни эльф и ни гоблин, ни америкос, ни латыш. Эй ты, болото кризисного тишь, ты мне удмуртом быть не запретишь. Моншико колбаса на юго сутерчай, ще дирамши катеш ма пан йос берек то на суто шулемме. Мон валай, зен валай, малы квин пинал йос мгормет уж витё. Со призвате се научтис ас йос смек чеке пиос мурт, бордорекл йос селяк сабюгацкис, но звала сое, машерыш дунелен эндурис шипырте. То надлежи тунемон палатал йосте, яраца он леш шулемида критос, но дрынчуш сылмос. Жаль сое валатек, чоганте с шерын улюйвот ватичкос. Такое стихотворение. И из ранних, так, Киндорова Шконо. Кълдешин, Мария Плаш, куж малозимонен дуне, кътен омърна чукът гес, кътен писпуна водят гес, кътен учена чердиш гес, малък тъница че дуне. Шалък ще те баджим кужим, шоканина, буденина, черденина, лобджинина, ектенина, ектенина, ектенина. Филин се крем. Той му къде зен, нимес вал, собаго, вал. Кукено вал, нилон лампао лън течаш, ектиш, уиш, шокаш, на лъктем девожмаш. Врогов тъж пембът на лаш. Обмурчамо, на който кушерекяш, чердет чудно. Но бетпометиес, идмашки келянго. Огогмес шо яратишком, на татын митонен дукишком. Мултесе куришко тонен вера, шувелме виньо студярадър. Бушканы лежяне пуяны. Тон тот на кажи юлим, пешате му и пуроурамуин, și na janta berevişakı ton kılıyor, şuldur dırıyorsış, yaratış tuzbuyo, ucem kuarayo, kılma buro. Tadruş veştoşen vamuşyan, pinalıyor skatvaçe kutskısa, no tatın dikişkom mitonen, ajlaniem on vejog nade, sopala, imbamtı dinayen. Мону гурты тона киляны, оскишко валалог монедыр, кырджанын шалыкте вышану, бардытек, валатек, чердытек. Oamănar dunies și tec mă nu fost că ji poșcâne, de o când să lăsa și în deciuo și pe tac, de o tec. Яратон, ратон, атон, тон, он. Но шманам шулемам бардон, жугишкени шулму, дон. Тонут калышка шатка часов за жуге. Не ти, висмаш милен, термемын крышаге. Пили дало ватаян шуксамын. Я, кошкишкотке мыныни, мын. Откълишки чиптан мусоно суде. Ох, дуринчи, нож лекадок мене. Кажи кълио се чулем типър пото. Шилтел кать сос, му горме се стело. Яра, то не юмчу пало. Жаген терматем кенерме с пашкато. Тон шумди, тон шудем нам. Тон юг дедик, шум потон шулмам. Тодишко, тон менем куле, клишкода, шулему куре. Мугориту шпеш, монджирдашко, тонут карваш, моноскишко, чупалотоне, бордам юнджикто, мусаемана, иратишко. Медиацентр у нас существует уже 4 года, очень много разных у нас направлений. Мы делаем и радиопрограммы на русском и удмуртском языках, небольшие видеосюжеты. Отдельное направление это, у нас есть такой, сформировался, я бы сказала, литературный наш клуб под названием «Вуевич», «Радуга». Кто-то приходит со своими стихами в медиацентр к Ольге Анатольевне, кто-то, как я, начинает писать там, и все мы пишем, и мы, наверное, ну, если вот про себя лично говорить, я, наверное, из той категории, вот, насчет которой тут спорили сегодня уже неоднократно, которые думают по-русски, а пишут почему-то по-удмуртски. Но лично в моей ситуации это связано исключительно с тем, что родной язык мой русский, но очень хочется писать по-удмуртски. Я не знаю, почему так происходит, но вот как-то так. Именно, наверное, поэтому появляются такие переводы кальки. Вот, но ребята, вот Яна со своими стихами перешла, пишет давно, ну а о себе она немножко, наверное, тоже расскажет.
Ну, я в гимназии учусь первый год. До этого я училась в Базяле, Можгинский район. Пишу стихи я, ну, где-то с 8 класса, наверное. И стихов у меня еще не так тоже много. Здравствуйте. Я тоже из Базяльской школы. Первый год учусь в гимназии имени Кузева на 10 классе. Нужно, наверное, начинать с того, как я пришел вообще, что меня интересует в литературе. Первые шаги в литературе, я думаю, проявил интерес к литературе мой учитель Чувашов Олег Анатольевич. Он всегда говорил, что у тебя язык очень такой богатый, и он меня вдохновлял он говорил, что у тебя получается очень красивое сочинение, и я вот поэтому сегодня пришел на этот литературный вечер. Арлен вакыт ясыз. Гужем шудовец отскалит, дорат кемке ялан вожмас. Сижил шат ерит порамис, я шунете салкымас. Сижил шужетас бадякуар, ужиш жумыс абертишкот. Арет шыры, кылжас ар, ялан орчам заведашкот. Тулыс вуку, улдишкот, шашказм полышиса. Влез гужемен шопчкот, джирдытлуем завожмаса. И в 2013 году вышла книга, сборник моих стихов, вышла в гимназии, и одно стихотворение тоже на удмуртском я прочитать хочу отсюда. Оно называется «Энгундем». «Энгундем. Томтек луи шудо. Возамнул пиосы картем локудо. Мон бакчаям томтек будетишко сугон. Очкарса берло вайо. Голькын медас потвалулон». Прагли шуламам кализы шиньосы, вишалина ажам шерантусам нары. Тужуну арьосы, том бордамлы, коть кунолунам шум потом вайлы. Верпумети какар, муна вешкарала. Шуламам вешкариш, пырыеви шулай. Алигесман балай, шинмашки монтуны. Ервишме суразык начшет шиньосы. Туш потеталаны адишке, шиньоса ручкаса шуламыш верашке. Ладырна вор, верашко тонаны. Но шалимы сое, тонпонна олоне, тонпонна гинета чеберешка юсы, тонпонна гинета яраты шуланы. Хоть кудис музеен вартишке кычеке дуньямон ужвештыны. Кудиске кидыс уше шурестре, мукетыс чурет извле, кунетескине ярамон шуе. Тросестат мо адямьёс ушиллям ярамонас шуе, ножмунам калкылен верайшни символес, чурет извле научуса будис баджин культое. Сойник шинажам, юнгер фельдшерам кылышке кужмогер, герчердык яратывал аскалыксе, солеш кыл узырлыксе, паймымон трасуэштисо, кылосыз бичанны гожьян понна, Кузьман Павлович, кламынукмыз арчоже аскалыкезлы, туш трасуэштиса будтис, удмурт литература пыт ела султон аресык со кыш раз книга будтис, калыкыш шуасын выжыкыл ёс, кырчан ёс, матичкан ёс гоштис, Сой кутскис нылпи литература кылдытон борды трос ужас писателес окажьян утысын. Генри Гейни аспахтас шуева, огр бугр ариос котку поэтуэш чуэмзе ёзапса кошко. Ожы гердуэн чеперлыко литературалын баттис джутонес тупаш шукрыз вакыте. Наращете мировой война, февраль-октябрь, революциос, гражданош, коллективизация ариосы дуниеш шарипелизы. Соен гердуен творчество и соен улон вактезлы, а спартем щенучконлы, щер сухмыщук жадгети арен, щутем арен ерен, кунамыш тошт раздес призорной, она я тайтеп клем пинауеш шраешкизы, соеник кузебай гер дед домуште. Такшещин машкымон, вижмо адямилен тушмон языз надрас выльлян, удмурт шайрес Финляндиен огажьяну драктешуса, совлы, щет уж право. Дурбаштын совакты нокин богатымте, Максим Горький венгине премезя, нунавьясыз ажит юиллям. Наш поэтлен немыс тунне пумен будез дуньевы отмовле, удмурт калкуна сое вунетуны убьера, котьку сое силы карса воженкуэ. Соусто общественник, удмуртёс пылын, лувущий умыш культурно-политической ужиниз, соеник сощуэм самы праку кылюны куэ. Я хотел бы как-то вот подключиться
к Лидии Степановне Нянькиной, которая говорила о нарушении там, языка и так далее. Но мы ее немножко, наверное, не так поняли, ведь она говорит о таких нарушениях строя удмуртского языка. Если молодые пишут, нарушает этот строй, нарушает фразеологизмы, все же это нельзя, это есть какие-то нормы. Если по-русски говорят в быту играть значение и иметь роль, если поэт будет так писать, что в народе так говорят, это будет не совсем верно. И язык Бориса, то есть Богдана Афиногенова не может быть образцом для подражания. Он поэт калбурчисто офигенный, но у него свой почерк, потому что он в его стихах, ведь это его удмуртско-русский язык, это же его прием иронии, некоторые пародии. Это замечательно, только это он может. Он это может, это его язык, это его жанр, это замечательно совершенно. Ну вот что касалось, что говорилось о том, что раньше много говорили, много обсуждали, помогали. Понимаете, Союз писателей ведь работал. Работал Союз писателей. Была полнота литературной жизни. Почему ее нет? Потому что сегодня Союз писателей, аппарат отпущен до конца года, потому что нет зарплаты. Когда работали тогда, когда говорил это Виктор Леонидович, давали творческие командировки, было совещание молодых, собирали, давали вдовам помощь, давали гонорары, издавали книги. Где? Это же сейчас ничего нет. Государство уходит, государство ушло от поддержки литературы. И вот мы в каком-то пограничне живем, и вот как-то эту тенденцию поняли и среагировали на это и Петр Михайлович Захаров, и Надежда Лопатина, которые взялись за издание книги, но авторы, которые издают книги, они вкладывают деньги и в корректора, и в типографию, полиграфию. Всем дают деньги, скажем, всем платят, только не платят редактору. И редактору надо... Молодые авторы, если они хотят качественную литературу издать, они должны из этих денег еще выделить, раз они находят, какую-то часть редактору, литературному консультанту. Ведь почему сейчас мало помогает? Так в Союзе писателей было столько литературных консультантов, платили им. Поэтому, видимо, как говорится у Мичурина, не надо ждать милости от природы, а взять, у нее наша задача, не надо взять сегодня нам ждать милости от государства, а, видимо, нам надо, вкладывая свою силу, свои средства, взяться за литературу, потому что мы же хотим спасти язык и культуры. И вот Лидия Степановна, когда говорила об ошибках, о слабых, говорит, я не знаю ничего делать. Я не знаю, что делать. Да как, Лидия Степановна, вы не знаете? А что? Учить надо детей удмуртскому языку. Из 18 тысяч знающих, вот мы, то есть школьников, да, Люба Петровна? Всего 8. Из 8 тысяч. От 800 до 1000 только детей учат удмуртский язык. В 11 классе. Да что это такое из 11? В 11 классе? Это же катастрофа. Надо изменить отношение к языку. И надо психологию изменить. Вы знаете, когда сейчас вот Мурт, конечно, предлагал какие-то вот в школы вести вот язык и так далее, в интернете такой вал поднялся, что мы вот делимся от Удмуртии, Каракунинской, Камбарской, Сарапульской районы. Вот интеллигентнейший человек, Леонид Петрович Васильев, в совершенстве знающий английский язык, издавший книгу переводов американского юмора и сатиры, говорит, к сожалению, я не знаю удмуртского языка. Вот такое отношение, если будет, то удмуртский язык будут учить. Так ведь, да? Потому что все дело в этом. У нас просто катастрофа с языком. И надо принять совершенно решительные меры, чтобы возобновить этот язык и прочее. Ну, конечно, есть интернет, есть это, ну, надежда какая-то есть, и есть еще шанс
И я думаю, что еще не пройдена точка невозврата. Если тенденция это будет усиливаться, тогда и будет и точка невозврата. Я слушала очень многих ораторов здесь сегодня. От себя могу сказать просто, я люблю русский язык. Я не за, не против других, я просто люблю русский. И я пишу на нем, я читаю на нем. Переписка с ангелом. Мы даем обещания, которые тут же нарушаем. Мы без сожаления сжигаем письма человека, которого еще месяц назад называли любимым, а теперь ненавидим больше жизни. Мы плачем над разбившейся вазой, а состоящей рядом даже не удосуживаемся смахнуть пыль. Мы с пеной у рта доказываем, что сказок не существует, а сами в них верим. Может, это немного и есть остатки живого в людях, спасающие нас в современном мире. В воздухе, пропитанном ароматом осеннего сада со льдом, кружатся пожелтевшие листы давно написанного кем-то романа. На глаза то ли от ветра, а то ли еще от чего-то наворачиваются слезы. Странное чувство, когда ты можешь заплакать после такого длительного перерыва. Можешь сказать, какое счастье любить. Пусть незаметно и чуть слышно, но любить. Я уже давно не помню определения неба в науке, но зато знаю, что небо — это мир, бесконечно красивый, чарующий и дающий покой. А еще я знаю, что ты не небо. Ты — нечто большее, не дающее остыть и замерзнуть, когда все вокруг покрыто льдом. От тебя не дождешься тишины, зато ты весь очарование, и я тебя люблю. Говорят, что люди с пороком сердца, словно ангелы, являются на землю, чтобы страдать, а потом незаметно удаляются, исполнив свою миссию. Ты, видимо, слишком старался все сделать добросовестнее и быстрее, раз так быстро ушел. Ты научил меня любить, мечтать и плакать от счастья. Ты рассказал, как нелепо бывают обиды. Ты просто научил меня жить. А сам этому так и не научился. Постоянные дела, разъезды, бесконечные попытки сделать мир лучше. Кому теперь все это нужно? И самое смешное, что даже сейчас, после всего, что пришлось пережить, я не могу тебя ненавидеть, лишь люблю. Твой самый удачный и нелепый эксперимент. Я, стоя на коленях, умоляла: раскрась мой мир цветами солнца. Потом беззвучно взглядом провожала, смахнув со лба прядку притворства. На хрупких играла свирелых душ других чужих странных мужчин. Сомнительная гамма, псевдотушь. Сбегала, завернувшись в темный палантин, в пещеру лицемерия и лжи. Мне было так спокойно и тепло. И, избегая день за днем Всевышнего вожжи, вдруг осознала, что вранье ничтожно и мало. Я улетела в мир правдивых грез, на капучино в чашке, легкий ими. Как же чудесно, что путь счастья просто сама свой мир раскрашивала ныне. Движение двух взглядов, и неожиданно совсем любовь возникла на встречной полосе. Не помню где, но помню, что толпа и холод темных улиц. Почти весь город спал, когда мы вдруг проснулись. Случился дождь, случилась беготня, но торопил он их, а не тебя и не меня. Пускай мы были не одни, но были только мы. И дождь по головам бродил среди земли. Черные птицы склевали лица героев, что видели солнце. Дыра на дыре. Подземные ронины роют дорогу обратно к колодцу, уходят к истокам, ничто их мир решето. А он клянется, что нет возврата. Простите меня, мои сестры, братья, отец и мать. Черным птицам глаза клевать. Он знает, что не вернется. Ему до смерти надо увидеть солнце. Никто не вернется. Дверь на сквозняке не хлопнет. Дерево зашелестит. Смолкнет и слопнет, чтобы писать. Часы делят время на порции. И даже не в одиночку никто не изменит. Лишь дрогнут ступени наверх, под мертвой ногой. И кто-то другой прольет свою кровь на пои сады. И история двинется прежним курсом. Злодей и глупец водят дружбу с трусом. История движется этим курсом.
фарватер Петри. Я сегодня больше как представитель татарской литературы. Вот. И, пишу я на русском, но, к сожалению, вот эта проблема, то, что не знают своего родного языка, это не только у удмуртов существует. Вот. Я всегда знала, что я родилась в краю талантливых творческих людей, и сегодняшняя встреча тому яркое подтверждение. Для меня большая честь тут присутствовать, и спасибо, что пригласили, что я тут выступаю. Я прочитаю вам свои 2 стихотворения. Я пишу детские стихотворения. Почему медведь рассердился на пчелу? Вылез Мишка из берлоги изолированной. Вышел Мишка на дорогу асфальтированную. И подумал он о пище кальцинированной. И увидел столб фонарный, тонированный. И полез на столб он смело припеваючи. И добрался он до верха поспеваючи. Но не понял наш Мишутка залезаючи, что ползет сейчас на столб он освещающий. 3 часа искал он лес лежащий, и желудок сладким медом наполняющий. И нашел Мишутка улей, огорчившийся, он на пчелок с этих пор рассердившийся. Умная мышка. Встретились как-то кошка и мышка. Мышка вскричала: «Ой, мама, мне крышка!» Кошка сказала: «Я съем тебя, мышка, только чего-то худая ты слишком». Пискнула мышка: «Я вмиг потолстею, только пусти ты меня, я успею. Я прибегу к тебе, сбегаю в норку, съем свою старую хлебную корку». Кошка сказала: «Ну ладно, иди, только назад непременно приди». Мышка ушла, а глупая кошка долго ждала и смотрела в окошко. Мышка осталась сидеть в своей норке и не притронулась к высохшей корке.